Я Гульнара Абдуллаева, историк, публицист. Я освещаю события, происходившие в эпоху Крымского ханства. Моя цель – показать настоящее прошлое крымских татар. После своего смещения Девлет-Герай отправился сначала к нагайцам, проживавшим за Ор-Капы, чтобы выяснить причины волнения и их настроения, а после в Черкесию, к своим родственникам, и только после на Родос. Подданные ханства были недовольны сменой власти. Девлет-Герай за время своего первого недолгого правления сумел завоевать симпатии и авторитет у народа. В 1708 году на крымский престол был вторично избран Девлет-Герай II. В этот же год в Бахчисарай ко двору крымского хана прибыло шведское посольство с предложением вступить в союз со Швецией против русского государства. Девлет с радушием принял послов. Он уже давно следил за международной обстановкой, знал, что шведы выбрали в своем восточном походе территорию Украины и желал принять участие в военной кампании против Петра I. Более того, через своих стамбульских друзей-единомышленников он склоняется к совместному выступлению султана. Одновременно хан вступает в переписку с польским королем Станиславом и гетьманом Иваном Мазепой. И уже к началу следующего года обещает Карлу XII военную поддержку в масштабной кампании против русского царя. Союз Швеции и Крымского ханства для царя Петра был реальной угрозой. Это обстоятельство тревожило Петра, который не мог силой своего оружия обезвредить ни Девлета-Герая, ни Карла XII, ни османского султана Ахмеда III. Оставалось подкупить одного из противников с целью выбить его из игры. Одним из главных и весомых противников был крымский хан. Именно ему первому Петр попытался передать деньги. Как и следовало ожидать, Девлет-Герай с презрением отверг взятку Гяура и еще больше укрепился в своем стремлении вступить в войну против русского государства. Девлет-Герай распорядился разместить короля и гетьмана с остатком армии в своих землях в Едисане. Последние приняли приглашение и остановились в крепости Очаков. Здесь же рождается шведско-крымско-татарско-украинско-османская военная коалиция против русского государства. 20 ноября 1710 года Османская империя объявила войну русскому государству. Эта война началась целиком по инициативе Девлета-Герая, о чем, собственно, знала вся Европа. Крымский хан начал военные действия, вступив в Украину вместе с находившимися в ханстве шведами и украинцами. Нужно отметить, что сразу же после объявления войны состоялась решающая встреча в Бендерах Девлета-Герая, Карла XII и Филиппа Орлика, на которой был совместно разработан план военной кампании на территории Украины. В конце 1710 года Петр принял окончательное решение о новом направлении вооруженного вторжения в ханские территории. Будущая война планировалась им с невиданным размахом, но на этот раз она закончилась для Петра Прудской катастрофой, в которой русский царь был разбит на голову, окружен и пленен, но невероятными усилиями подкупленного русскими визиря Османской империи отпущен на свободу и с позором ушедшего в свои пределы. Девлет-Герай хан 9 марта 1713 года подает в отставку. Сначала он уехал на Родос, а спустя 2 года переехал в родовые имения в Сарай-Визе, где в 1718 году умер в возрасте 80 лет и был похоронен во дворе мечети Аяз-Паша.